Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Ветераны афганской войны будут получать персональные пособия. Об этом сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба, выступая на торжественном собрании в Министерстве обороны. Встреча в военном ведомстве республики посвящалась выводу советских войск из Афганистана, который завершился 30 лет назад, 15 февраля 1989 года. Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года и завершился ровно через 9 месяцев, 15 февраля 1989 года. Территорию Афганистана за это время покинули около 100 тысяч военнослужащих. Несколько сот человек было призвано в Афганистан из Абхазии, 13 из них не вернулись домой. 15 февраля, в день 30-летия окончательного вывода советских войск из Кабула, члены Абхазского союза ветеранов Афганистана возложили цветы к мемориалу в парке Славы в Сухуми и вспомнили боевых друзей, воинов-интернационалистов, которые сложили свои головы в Отечественной войне народа Абхазии. Затем в Министерстве обороны состоялось торжественное собрание, посвященное выводу советских войск из Афганистана. Во встрече принял участие президент Рауль Хаджимба. Глава государства поздравил ветеранов афганской войны и отметил важное значение их боевого опыта во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Мы с вами знаем, что многие ребята, которые прошли Афганистан, стали ядром многих наших подразделений, которые на первом этапе мы называли ополчением. В последующем эти же ребята были активными участниками при формировании наших воинских подразделений. Имея опыт боевых действий, они этот опыт очень четко и умело использовали. Рауль Хаджимба сообщил, что поручил правительству подготовить проект постановления о выплате пособий ветеранам афганской войны. С 1 июля воинам-интернационалистам предполагается выплачивать ежемесячно порядка 3000 рублей. Это пока то, что мы можем. И это будет выплачиваться на этот период из тех резервов, которые есть у государства. А со следующего года это будет бюджетным обязательством нашей страны. Карачаево-Черкесское республиканское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» наградило ветерана Афганистана, министра обороны Абхазии Мираба Кишмария медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана». Награда была вручена министру в ходе торжественного собрания. В ходе встречи были вручены юбилейные медали за победу ветеранам войны в Афганистане, ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Награды вручал президент. Затем от Министерства обороны Абхазии воины-афганцы были награждены медалями «30 лет вывода советских войск из Афганистана». Сегодня Абхазский союз ветеранов войны в Афганистане насчитывает 140 человек. Председатель Союза Даур Цулукия в своем выступлении высоко оценил вклад уроженцев Абхазии в выполнении интернационального долга и отметил, что нельзя забывать о семьях погибших воинов. Прошло 30 лет, но не все пули извлечены из тел. Из памяти 9 лет и 8 месяцев жестоких сражений принесли горе и страдания. У многих в памяти навсегда врезались слова «Вертушка», «Груз-200», «Черный тюльпан». Горячие точки Афганистана навсегда стали болью для родных и близких героев. Отечественная война народа Абхазии 92-93 год, когда отодвинула на второй план боль афганской войны. Но сейчас, когда республика, да и сама история восстанавливается, мы должны посещать семьи погибших афганцев, бывать на могилах погибших воинов в Афганистане, делать все, чтобы они поняли, что их дети не забыты. В завершении торжественного мероприятия собравшимся был показан документальный фильм о войне в Афганистане. Саид Жарсалия, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписано соглашение между госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и фирмой «Черноморские круизы», целью которого является организация к 2020 году круизного сообщения между морскими портами Абхазии и России. Документ подписали генеральный директор госкомпании «Абхазское морское пароходство» Даур Арзанба и генеральный директор предприятия «Черноморские круизы» Виктор Глуховченко. Соглашение подписано в рамках реализации договоренностей, достигнутых на встрече президентов Абхазии и России Рауля Хаджимба и Владимира Путина в ноябре прошлого года.
В Москве в посольстве Республики Абхазия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия и Латвийской ассоциацией Балтийское географическое общество. Документ подписали исполнительный директор МКДЦ Олег Лакоба и председатель правления Латвийской ассоциации Илгард Зайберц. Подробности соглашения в материале наших корреспондентов. В церемонии подписания соглашения о сотрудничестве приняли участие чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в России Игорь Ахба, торговый представитель Абхазии Олег Барциц и директор по развитию Международного культурного центра Петр Береза. Свои подписи в документе поставили исполнительный директор фонда Олег Лакоба и председатель правления Ассоциации Балтийского географического общества Илгард Зайберц. Это одно из первых соглашений, заключенных с организацией из страны, входящей в Евросоюз. Соглашение предполагает взаимодействие и обмен информацией, научно-практическим опытом между специалистами обеих сторон, также проведение семинаров, конференций и конгрессов. Основными направлениями деятельности Балтийского географического общества являются популяризация географии, сохранение исторического наследия и экологии. Участники подписания соглашения обсудили возможности сотрудничества в области развития двухстороннего туризма и современных технологий, гостеприимства в курортной сфере. Я думаю, что подписание договора с Балтийским географическим обществом, я думаю, что это будет иметь достаточно серьезный эффект. Я думаю, что представители абхазского бизнес-сообщества, представители нашей науки, культурного сообщества, они получат дополнительные возможности рассказать о себе, установить новые интересные связи, которые будут полезны для общего признания. Доктор экономических наук, общественный деятель и предприниматель Илгард Зайберц подчеркнул, что не исключает продвижение проектов, связанных с Абхазией и в Латвии, и в Германии, так как он является гражданином этих двух стран. То, что есть в Абхазии, да, климатические условия, культурные ценности и так далее, и Латвии, например, Прибалтийское море и Янтарь, они друг друга притягивают. И если на уровне, сперва на межправительственном уровне мы можем найти общие языки, общие пункты прикосновения, да, я думаю, что временем к этим нашим первым шагам, робким шагам, да, потянутся не только другие фирмы и другие концерны, да, но и потянутся и будут на нашу деятельность смотреть и уже на государственном уровне. Посол Игорь Ахба отметил, что Абхазия всегда поддерживает проекты, направленные на расширение международных связей. Мы приветствуем стремление, желание наших друзей прибалтийских налаживать с Абхазией торгово-экономические связи и таким образом способствовать развитию торгово-экономических связей, а также связи в области культуры, туризма, потому что это, мне кажется, то, что связывает людей, то, что способствует тому, чтобы в данном случае об Абхазии знали больше. Подписанное между Международным культурно-деловым центром Абхазии и Балтийским географическим обществом соглашение открывает большие возможности для сотрудничества в сфере науки, туризма и культуры для заинтересованных организаций нашей страны. Соглашение о сотрудничестве с Балтийским географическим обществом подписано нами в интересах определенных организаций в Абхазии, заинтересованных. Я считаю, что плодотворное сотрудничество будет с Госкомитетом по туризму, что Абхазский госуниверситет приобретет хорошего, надежного партнера в лице Балтийского географического сообщества. Что мы можем извлечь из этого? Ну, безусловно, новые технологии в туризме, то есть европейские технологии в туризме, определенные моменты сотрудничества в научной сфере, может быть обмен студентами, может быть обмен информацией, какие-то научные конференции. В рамках встречи была обсуждена возможность посещения Абхазии представителями Балтийского географического общества, чтобы на месте оценить перспективы сотрудничества. Аля Катрапш, Нонна Кокускир, Абхазское телевидение.
Посол Абхазии в России Игорь Ахба принял абхазского художника Бориса Ашуба, сообщает пресс-служба Международного культурно-делового центра Республики Абхазия. Борис Ашуба передал в дар посольству картину «Леон II. Первый царь независимого Абхазского царства». Он пояснил, что картина написана в 2017 году на холсте масляными красками с эффектом состаривания. Игорь Ахба поблагодарил художника и сообщил, что картина будет размещена в зале приемов посольства. Уровень воды в Джварском водохранилище достиг критической отметки. Если в ближайшее время не пойдут сильные дожди, то необходимо будет принимать экстренные меры. Наша съемочная группа побывала на плотине Ингургэс и убедилась, что уровень воды действительно предельно низкий. Смотрите репортаж Ирины Ашба. Ингурская гидроэлектростанция – крупнейшая ГЭС на Кавказе. Ее мощность составляет 1300 мегаватт. Среднегодовая выработка – 4 миллиарда 430 миллионов киловатт-час. Ингурская ГЭС находится на границе Абхазии с Грузией. В Абхазии само здание ГЭС и часть туннеля, а также 4 перепадные станции. На территории Грузии находятся плотина, водоприемник и другая часть тоннеля. Главный ресурс, за счет которого производится электроэнергия, конечно же, вода. И вот этого ресурса в этом году катастрофически мало. Плотина Ингурской гидроэлектростанции находится в Цалинджихском районе Грузии. Длина водохранилища составляет почти 25 километров. Для нормального функционирования гидроэлектростанции уровень воды должен доходить почти до верхней отметки склона. Если вы обратите внимание, то почти до того места, где начинается лес. Как вы сейчас видите, уровень воды находится в критически низком состоянии. В зимний период времени вся выработанная на ГЭС электроэнергия поступает в Абхазию, говорят специалисты. Но если смотреть в годовом разрезе, то 52% уходит в Грузию и 48% получает Абхазия. Сейчас потребление Абхазии в сутки составляет 7 миллионов 800 тысяч киловатт-час. И каждый день уровень водохранилища падает на метр. В сутки в водохранилище поступает порядка 32 кубометров воды. Это может обеспечить выработку 2,5 миллионов киловатт-часов электроэнергии. А Абхазия на сегодняшний день потребляет почти 7,5 миллионов киловатт. Если при полном водохранилище уровень воды составляет 510 метров от уровня моря, то сегодня вода опустилась ниже эксплуатационного уровня и достигла отметки 438 метров. Правда, есть аварийный запас еще 18 метров, но этой воды при такой же нагрузке хватит максимум на 20 дней. Ограничение потребления электроэнергии или же возможность организации импорта из России – единственный выход из сложившейся ситуации. Если продолжится такими темпами сработка водохранилища, то к 1 марта, в начале марта уже, через 20 дней, ресурс абсолютно будет исчерпан. И станции грозит остановка просто. И надо принимать срочные меры, то есть или импорт соседних стран, или в первую очередь, наверное, ограничения. Полноводие начинается обычно после 10-15 апреля. Так что нам еще впереди 40 тяжелых дней. Ливан Мибоня также рассказал журналистам об общей ситуации на гидроэлектростанции. Ремонт деривационного тоннеля, о котором идет речь не первый год, планируется осуществить в 2020 году. Станция будет остановлена на 3-4 месяца. Туннель, деривационный туннель, с помощью которого подается вода от водохранилища к турбинам, в аварийном состоянии. Мы останавливали на 10 дней в 2017 году. С целью осмотра и уточнения объемов работ. И надо приступать к срочному этому делу. Повышение фильтрационные расходы из туннеля, там, поврежденные места. Но я думаю, что в 2020 мы остановим, в течение 4 месяца справимся с этим. Но это уже точно или тоже пока предположительно? Нет, мы сейчас проводим тендер с целью выявления потенциального исполнителя работ. Деньги есть, бюджет есть. Осматривая плотину, мы заметили, что при дефиците воды она все же вытекает из водохранилища. Как сообщил Ливан Мибоня, это связано с заиленностью дна водохранилища. И чтобы вода не вытекала самопроизвольно, необходимо отремонтировать механизм глубинных водосбросов. С помощью этих водосбросов регулируется уровень воды в водохранилище вперед паводка. Вот сейчас вы видите маленькую струю, небольшую. Это из-за того, что надо его ремонтировать, менять уплотнение. Но, к сожалению, уже уровень ила в водохранилище достиг
до порога вот этого водосброса, и затвор со стороны не можем поставить на свое место. Поэтому в программе реабилитации предусмотрена очистка водохранилища от наносов ближе к плотине. Это около 500 тысяч тонн ила надо выкачивать и освобождать место. Программа реабилитации «Ингургэс» была запущена в 2003 году. С тех пор за счет средств Европейского банка развития, предоставленных Грузии в кредит, проведены 3 этапа ремонтных работ. Впереди 4-й этап, который будет начат в конце текущего года. С проблемой дефицита электроэнергии в зимне-весенний период Абхазия сталкивается не первый год. И, как отмечают специалисты, это связано с увеличением потребляемой энергии населением страны. В то же время каждый из нас часто становится свидетелем нерационального ее использования. Единственный способ все упорядочить – это установить на всех объектах жизнедеятельности счетчики. Только в этом случае граждане станут бережнее относиться к электричеству и не будут без необходимости включать свет, понимая, что за него придется платить. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Итак, уровень воды в Джварском водохранилище критический. Какое же будет принято решение в связи с возникшим дефицитом электроэнергии? Ситуацию прокомментировал генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария. В этом году у нас сложилась ситуация, при которой у нас есть дефицит. По сути, дефицит воды, который трансформируется в дефицит электроэнергии. И эти дефициты, их избегать можно только 2 путями. Первый путь – это посредством веерных отключений. И второй путь – это, конечно же, получение перетока, то есть компенсации того дефицита электроэнергии, которого не хватает для потребления Республики Абхазия. На данный момент правительство занимается решением вопроса по получению перетока из Российской Федерации. Это межправительственные взаимоотношения. Конечно, мы очень надеемся на то, что это взаимодействие приведет к тому, что мы получим этот переток для прохождения, скажем так, зимнего и весеннего максимума. Если вдруг такая ситуация не сложится, мы, конечно же, должны уменьшать свое потребление. В первую очередь, конечно, хочется обратиться к нашим жителям для того, чтобы они максимально экономили электроэнергию, потому что экономия электроэнергию, мы экономим воду, и это в конечном итоге не приведет к остановке Ингургэса. Конечно же, хочется надеяться на то, что мы получим переток, и переток мы должны получить буквально в течение нескольких дней. В случае, если этого не произойдет, мы объявим о введении веерных отключений. Сбалансированное питание школьников – залог здоровья. Это не только прописная истина, но и тема круглого стола, который прошел в Сухуме. В обсуждении приняли участие сотрудники госстандарта, представители Министерства образования и науки республики, депутаты парламента, главный санитарный врач страны, руководитель родительских комитетов школ, диетолог. Достаточно ли сбалансировано питание в наших школах? Мнения участников круглого стола на сей счет разделились. Полноценное сбалансированное школьное питание является одним из важных условий поддержания здоровья детей и способности к эффективному обучению. Именно поэтому во многих странах, в том числе и у нас, уделяют большое внимание организации школьного питания. Однако нередко можно услышать и критику в адрес работы школьных столовых. Тот набор, который дается у нас в столовых для детей, он далеко не совершенен. Наши школьные столовые обеспечены оборудованием на минимальном уровне. И иногда оно от санитарных норм и правил, которые приняты в школьном питании, это большая и высокая градация. Только тогда, когда это будет организовано, централизовано, когда это будет один человек, который будет отвечать за свою работу, тогда школьное питание можно разработать. Сотрудники Госкомитета по стандартам энергетическому и техническому надзору в течение 5 месяцев проводили проверки школьных и дошкольных учреждений республики. Как рассказал начальник отдела Госпотребнадзора Георгий Тарба, качество продуктов питания в столовых оставляет желать лучшего. Особо остро стоит эта проблема в районных учебных заведениях. Мы столкнулись с тем, что в дошкольных учреждениях, школьных, также у частных предпринимателей при школьных учреждениях продуктами питания обнаружены практически
в отличие от города Сухум. В городе Сухум эта проблема более соблюдается строго. Мы столкнулись с чем? Что детей кормят практически заменителями. То есть я их перечислю. Это спред, сметанный продукт, творожный продукт, колбасный продукт, сырный продукт. Управление «Абхаз-Универсал-Торг» уже более 10 лет занимается обеспечением всех школьных и дошкольных учреждений Сухума, а также школ-интернатов по всей республике продуктами. Меню, по словам директора управления Инги Купалба, утверждается администрацией города, поэтому обвинения по поводу качества предоставляемых продуктов кажутся ей несправедливыми. На сегодняшний день, да, вот говоря о городе, госстандарт сказал, что более-менее приемлемая ситуация. Этим питанием мы занимаемся 10 лет. И когда говорят, что нет никаких нормативов, что мы работаем просто так, это все неправда. Вот мы им показывали документы. Мы обращались и в санэпидстанцию, чтобы нам утвердили их. У нас нету законодательной базы. Не имея законодательной базы, значит, что мы делаем? Мы обращаемся к законодательной базе Российской Федерации. И мы работаем по законодательной базе Российской Федерации. По мнению предпринимателя Давида Пиля, решать существующую проблему надо на государственном уровне. По его словам, назрела острая необходимость в создании закона об образовании, в котором четко отражался бы круг лиц, который нес бы полную ответственность за организацию питания в образовательном учреждении. В Российской Федерации десятки федеральных законов, десятки региональных законов и масса муниципальных законов по организации питания. Если бы у нас был бы закон об образовании, наверняка там четко, наверное, в одном из глав было бы сказано, кто несет ответственность за организацию питания в школах. В Российской Федерации 37-я статья. Директор школы является ответственным лицом по организации питания в школах. По мнению специалистов-диетологов, от правильно построенного питания зависит нормальное физическое и нервно-психическое здоровье ребенка, выработка иммунитета к различным заболеваниям. Ведь пища – единственный источник пищевых веществ и энергии, обеспечивающий непрерывный рост и развитие молодого организма. Основы здоровья закладываются в школьные годы. Уверенность в себе, успехи в учебе, концентрация внимания и способность к запоминанию напрямую зависят от рациона питания. Где-то, наверное, 60% от суточной нормы, то, что потребляет ребенок в течение дня, они получают не дома. Основной прием пищи приходится как раз-таки на то время, когда дети находятся в школах либо в детских садах. То, что едят наши дети, напрямую зависит не только их физическое развитие, но и психоэмоциональное. У нас очень много детей, к сожалению, с отставаниями в развитии, да, именно эмоциональное и психическое отставание в развитии, гипервозбужденных детей или наоборот. Участники круглого стола выразили надежду, что в скором времени будет все же принят закон об образовании, который значительно упростит как процесс обеспечения учебных заведений продуктами, так и надлежащий надзор над ними. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается пасмурная погода. В субботу со второй половины дня и в воскресенье до полудня дождь. Температура воздуха ночью 2,7, днем 7-12 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.